А жители Печоры своими силами создали новогоднюю сказку. Украсили поляну в одном из парков. В оформлении участвовали простые горожане, предприниматели, сотрудники администрации, воспитанники детских садов и кружков рукоделия. На новогодней поляне уже проходят праздничные утренники. Ольга Коняева знает подробности. Жители Печоры начали готовиться к Новому году заранее. Предприниматели закупили и доставили материалы. Мебельный цех выкроил из фанеры фигуры животных местной фауны, кто-то красил, покрывал лаком, а педагоги с детьми расписали игрушки узорами. Администрация помогла с установкой зеленой красавицы. Это такое своего рода даже объединение людей в совместных творениях. Но идея-то это пришла не просто так. Идея пришла после того, как мы провели здесь прекрасное мероприятие. Это оформление Скворечного переулка. Сколько народу мы здесь собрали, сколько родителей, сколько детей. Сделали скворечники, кормушки для белок. И мероприятие пришло так интересно, что второе наше мероприятие зародилось как раз на основании вот этого первого. Все сделанные своими руками украшения стали новогодней изюминкой парка геологов. В 9 утра выходного дня на поляне самые активные и самые юные жители города. Мороз под 30 не пугает настоящих северян. Развесили на деревья белок, птиц, гирлянды, нарядили новогоднюю ель. Как раз к приходу главного волшебника. Росли, большими стали. А меня-то вы узнали? Да! Кто я? А это кто? В награду за старания, а еще стихи, песни и танцы Дед Мороз вручил всем сладости. Тоже, к слову, подарок предпринимателей. Сказочное убранство на поляне парка геологов будет радовать горожан все новогодние каникулы, а то и дольше. И это не последнее доброе дело, решили печорцы. Новые проекты уже в разработке. Ольга Коняева, телеканал Юрган, Печора.